В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко. Добрый день, в эфире радио Крым Реалии, в студии Елена Юрченко, вы слушаете дневное шоу. Радио Крым Реалии вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105,9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гость нашей студии — советник главы Меджлиса крымско-татарского народа Арсен Жумадилов. Здравствуйте. Добрый день. Почему крымско-татарская автономия может помочь деоккупации Крыма? На какой стадии находится этот проект? И какую работу ведет Меджлис на международных площадках? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем в прямом эфире. Ждем ваших звонков, делитесь мнениями. Изменения в Конституцию Украины в части закрепления крымско-татарской национальной автономии будут обнародованы в ближайшее время. Об этом в Киеве заявил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Я его процитирую сейчас. «Мы планируем обнародовать целостный документ подготовленных изменений еще на стадии подачи в Конституционную комиссию. Думаю, это будет в самое ближайшее время, поэтому все горячие дискуссии еще впереди. Но мы ждем, что нас поддержит в первую очередь украинское общество», сказал Чубаров. Арсен, когда ждать публикации этого документа? Действительно так, в ближайшее время мы говорим в буквальном смысле о ближайшей неделе, максимум 2, когда мы ожидаем, что все-таки будет проведено заседание рабочей группы Конституционной комиссии, на которой текст подготовленный, о котором идет речь вот уже 4 месяца, будет рассмотрен. Мы надеемся на то, что он будет поддержан. И в случае, если он будет поддержан, тогда он уже идет на рассмотрение Конституционной комиссии. Тогда как документ поддержанной рабочей группы, это будет уже в принципе официальный текст, над которым можно будет поработать и более широким фронтом для того, чтобы услышать и мнение общественности. Я поясню, почему до этого мы его не публиковали, потому что на данном этапе мы говорим о сугубо экспертном обсуждении. То есть юристы-правоведы, эксперты, политологи, этнологи собрались для того, чтобы выработать целостный документ, который можно предложить обществу. Ведь на самом деле национально-территориальная автономия — это не есть что-то само по себе очевидное. В разных странах они реализуются по-разному. Разные народы эту форму видят для себя по-разному. Если бы мы просто вынесли на общественность такой открытый вопрос, а как вы считаете, как ее нужно, как вы ее себе представляете, это было бы вот как из той байки о слоне, да, когда трогали хвост, его уши, его ноги и так далее, и всем оно представлялось по-разному, а на самом деле мы должны говорить о чем-то целостном, и мы должны показать целостную картину. Вот по состоянию на сегодня она есть, дай бог по состоянию на следующую неделю или через 2 недели это целостное видение будет уже подтверждено на экспертном уровне рабочей группы, и тогда вот эту общую картину мы уже вынесем на обсуждение общественности, чтобы мы говорили об одном и том же, не о разных вещах. На ваш взгляд, насколько украинское общество информировано о том, что такое крымско-татарская национальная автономия и как она будет функционировать в украинском государстве? Как я сказал, по состоянию на сегодня, да, действительно, текста целостного украинского общества еще не видело, но основной вопрос, на который украинское общество должно дать себе ответ в отношении того, что мы обсуждаем, это поддерживают ли украинцы, Украина в целом, реализацию права на самоопределение крымско-татарского народа в составе украинского государства. Ведь то, о чем мы сегодня говорим на самом деле, это наш ответ, грубо говоря, Путину, на его легенду о том, что в 2014 году кто-то в Крыму самоопределился. Дело в том, что мы, крымско-татарский народ, будучи коренным народом этого полуострова, вобравши в себя все те этносы, которые проживали там с незапамятных времен до момента первой аннексии Екатериной II, мы являемся носителем этого права на самоопределение. До 2014 года мы не смогли его реализовать, да, действительно, это проблема.
Начиная с 2014 года мы начали об этом говорить, и сегодня мы, в принципе, как мне видится, на финишной прямой для того, чтобы украинское государство признало это наше право на самоопределение. И тогда мы, как украинское государство и крымско-татарский народ, как его составляющие, выходим на международную арену и говорим: смотрите, та легенда, которая была вам предложена в 2014 году, она абсолютно несостоятельна. Не только потому, что она нарушила территориальную целостность суверенного государства, а это само по себе противозаконно, это противоправно, но и потому, что это нарушило право крымско-татарского народа на самоопределение. И мы будем уже говорить о двух краеугольных принципах международного права и международных отношений. О территориальной целостности, которая была нарушена, и о праве на самоопределение, которое тоже было нарушено. Потому что сегодня то, о чем говорят в Кремле, это якобы вот право на самоопределение против права, против территориальной целостности, принципа территориальной целостности, ее недоторканности, да, то есть неприкасаемости. И якобы вот два принципа, что из них является более приоритетным, это дискуссионный вопрос. Дело в том, что в 2014 году в Киеве что-то непонятное произошло, и мы хотели защитить вот тот народ, который в Крыму самоопределился. Как только украинское государство признает наше право на самоопределение, мы выбьем этот последний слабенький, но все же аргумент из рук Кремля. Я как раз приготовила для вас вопрос, как создание национальной автономии может помочь деоккупации Крыма. В принципе, вы на него уже и ответили, да? То есть да, в том числе и так. И добавлю, ведь здесь мы говорим, в принципе, даже где-то о разных целевых аудиториях в мире, да? То есть территориальная целостность украинского государства была поддержана соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 году абсолютным большинством государств. И это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что с того момента две резолюции, которые проходили в Генеральной Ассамблее ООН, да, это не было на тему территориальной целостности, это было на тему прав человека, набирали меньше голосов «за». И Российская Федерация это использует как аргумент, что якобы мировое сообщество все больше его поддерживает, их поддерживает в том, что Крым якобы Россия. И, к сожалению, в числе государств, которые либо остаются в стороне, либо же голосуют против, есть и мусульманские страны, и есть и тюркские страны. Это те страны, для которых Украина является чем-то далеким, не всегда понятным. Я говорю о странах Персидского залива, я говорю о странах Центральной Азии. Когда мы будем говорить о том, что на кону стоит не только территориальная целостность украинского государства, но и право вашего братского народа на самоопределение. Почему братского? Потому что крымские татары тоже мусульмане, крымские татары тоже тюрки. Мы будем очень активно лоббировать наши позиции в Организации исламского сотрудничества, в тюркском мире, для того, чтобы эти все страны сплотили свои ряды вокруг поддержки украинского государства, украинской территориальной целостности, суверенитета и нашего права на самоопределение. То есть, на ваш взгляд, пока представителям стран мусульманских не вполне понятны какие-то проблемы или месседжи, пока нет четкого понимания автономии как... Для них Украина это нечто далекое. Все равно, что если спросить у нашего обывателя, что вы думаете о ситуации в Йемене? Он скажет: Йемен это где? Ему неинтересно, объективно. Соответственно, нет запроса со стороны общества на то, чтобы политики на это реагировали. Также зеркальная ситуация, например, в Йемене. Когда вы спросите йеменца, что вы думаете о ситуации в Украине, он скажет: неинтересно. То есть нет запроса со стороны общества на то, чтобы политики как-то артикулировали свою политику, свои действия на этот счет и свое видение на этот счет. Если же мы сформулируем это иначе, что есть крымские татары в Крыму, они тоже мусульмане, они подвергаются репрессиям, при этом они самоопределились не так, как Россия попыталась это показать в 2014 году. Что вы думаете по этому поводу? Это уже совершенно другая история, это совершенно другой нарратив, который нельзя, от которого просто взять и отмахнуться. Рифат Чубаров, когда говорил о том, что документ планирует вынести на всеобщее обсуждение, говорит, что горячие дискуссии еще впереди. На ваш взгляд, насколько горячи будут дискуссии о национальной автономии в украинском обществе?
Я думаю, это будет зависеть от уровня наличия или отсутствия популизма в этом вопросе. Если нам удастся, и нам, когда я говорю, это не только и не столько крымским татарам, на самом деле всем здравым силам украинского общества, провести качественную дискуссию по существу, то я думаю, что дискуссии, да, будут горячие, но они будут конструктивные и продуктивные. То есть в итоге мы увидим хороший результат на руках. Если же нам это не удастся, и популистические силы возьмут верх и в этом вопросе, и будет очень много шума насчет того, что вот в Крыму произойдет что-то ужасное, это все будет не так, это негативно скажется на чем-то. Если мы не сможем перебить вот эту какофонию, которая вполне возможно появится в скором времени, тогда, да, действительно, эти горячие дискуссии, они будут, но они будут непродуктивны, они будут деструктивны в какой-то мере, и в итоге мы, скорее всего, окажемся в сложной ситуации, скажем так. Но это зависит не только от крымских татар, еще раз подчеркиваю. Все здравые силы украинского общества, это и интеллигенция, и общественные активисты, и политики, мы должны сплотиться вокруг того, чтобы данная дискуссия была продуктивна, результативна, а не попытаться играть на этом и зарабатывать себе дешевые политические баллы. Меджлис и авторы, например, этого документа, инициативы этой, не думали привлечь на свою сторону, скажем так, лидеров мнений? То есть есть же послы мира, и могли бы быть какие-то популярные люди, которые встали бы на сторону того, чтобы объяснять? Я думаю, это отличный вопрос. Единственное, что не обязательно говорить об этом как об упущенной возможности в прошлом. Мы еще ничего не приняли, парламент еще не проголосовал. Как раз-таки вот, дай бог, как я говорю, через неделю ориентировочно, может чуть больше, мы будем иметь целостную картину. То есть уже целостного слона, условно говоря, да, давайте уж так называть. И когда мы будем иметь эту целостную картину общую, тогда вот все то, о чем вы сказали, я уверен, что мы будем это использовать для того, чтобы лидеры общественного мнения, моральные авторитеты украинской нации, чтобы они поняли, что это такое, и со своей стороны высказали свое авторитетное мнение. Я думаю, что это абсолютно правильная идея, мы будем работать в этом направлении. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире «Дневное шоу» на радио Крым Реалии. Гость нашей студии – советник главы Меджлиса крымско-татарского народа Арсен Жумадилов. Создание национальной автономии предполагает использование крымско-татарского языка, который в Крыму будет действовать фактически наравне с государственным. На ваш взгляд, насколько это реально? Я думаю, это более чем реально. На самом деле таких примеров в мировой практике мы видим множество. Вот сейчас так навскидку, просто, например, Канада, Квебек, где французский и английский действуют наравне. Здесь мы говорим о том, что украинское государство сейчас, да, оно предпринимает меры для защиты и для обеспечения функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни, и в этом видится механизм где-то даже спасения этого языка и его развития, да, то есть все в 2014 году поняли, что украинский язык это не есть нечто на периферии общественного интереса, чем можно заниматься постольку-поскольку. Это есть в основе украинского национального строительства, государственного строительства. Соответственно, для того, чтобы люди начали разговаривать на украинском, его понимать, необходимо внедрять его широко.
То же самое в отношении крымско-татарского языка. Крымско-татарский язык находится в списке языков в рисковой зоне, так называемой, которым грозит исчезновение. С чем это связано? В том числе с тем, что нет необходимости изучать крымско-татарский язык для повседневной жизни. Давайте говорить честно и откровенно. Крымско-татарский язык в Крыму был не нужен для жизни там абсолютно спокойной и обыденной. Его не использовали в публичной сфере. В бытовой, в домашней, в приватной сфере, да, есть семьи, целый ряд семей, это сотни, а может и тысячи крымских татар семей, которые сохранили его в своей семье, но не в публичной сфере. Когда язык не используется в публичной сфере, он отмирает. Из поколения в поколение сфера его использования становится все уже и уже. Если мы ответим себе честно на вопрос, в такой ситуации и с такими тенденциями сохранится ли крымско-татарский язык, мы должны будем честно ответить: нет, он исчезнет. Исчезнет язык через 2-3 поколения, растворится народ в народах-соседях. Соответственно, мы должны его сохранить. Как? Это предпринять определенные меры для того, чтобы его использование было повсеместным. Знание 2, 3, 4 языков не ограничивает интеллектуальные способности человека, а очень даже наоборот развивает. Это проверено на множестве примеров, в том числе у украинцев, которые, некоторые из них изучают крымско-татарский язык, мне насколько известно. А у нас есть звонок в студии. Здравствуйте. Добрый день. Говорите, вы в эфире. Да, у меня вопрос. Вот, насколько я знаю, были в ссылке крымские татары в Узбекистане. И пребывая там в ссылке, будучи гражданами Узбекистана, они не позволяли себе составлять параллельную структуру самоуправления в виде меджлиса крымско-татарского народа. А почему, приехав в Украину, они это позволяют делать себе параллельную структуру управления? Только не говорите, что это коренной народ. Это все сделал Турчинов. Вот такой вопрос у меня. Мы узнаем много нового от наших слушателей. Да, это всегда интересно и познавательно пообщаться с такими людьми. Но несколько фактологических ошибок у уважаемого слушателя. Во-первых, мы никогда не были гражданами Узбекистана. Мы все, кстати, были гражданами одной из страны, одного государства, которое, слава богу, развалилось. СССР было его название. Это раз. 2. В Узбекистане мы оказались не по собственной воле, мы оказались вследствие преступления против человечества, либо же геноцида по отношению к крымско-татарскому народу. То есть наше вынужденное пребывание в местах ссылки, это являлось следствием преступления, совершенного в 1944 году. До 1944 года вы знаете, что в Крыму была автономия, и крымско-татарский язык функционировал на уровне с русским языком как государственный, скажем так, в сегодняшней терминологии. Соответственно, если мы говорим о том, что преступления должны быть, наказаны, его последствия упразднены, и восстановлена справедливость, если мы говорим о том, что восстановление справедливости – это нечто важное, то давайте ее восстанавливать. Если же мы говорим, что убийство почти 100 тысяч человек из 200 тысяч на тот момент численности крымско-татарского народа, это есть нечто нормальное, это есть нечто такое, с чем можно согласиться. Извините, у нас разные понятия тогда о справедливости. И нам туда действительно не по пути. Еще раз. Был геноцид. Наше пребывание в Узбекистане это было следствием преступления. Мы надеемся на то, что украинское независимое государство, вставшее на путь нормального развития, и демократического, и либерального, и так далее, данное преступление видит именно как преступление и будет восстанавливать справедливость в отношении крымско-татарского народа. Сторонники создания крымско-татарской автономии настаивают на том, чтобы в будущем в крымском правительстве была квота не менее 1/3 представителей коренного народа. Это необходимо для защиты интересов коренного народа? Смотрите, эта квота, речь идет не о правительстве, во-первых, а о представительном органе, то есть о совете, то есть, сейчас это называется Верховный Совет АРК, да? Речь идет о квоте 1/3. Почему так, я поясню. Крымско-татарский народ, снова-таки, не по своей воле
покидал свою родную землю. Начиная с первой аннексии еще во времена царские, императорские в 1783 году, когда обезземеливание, когда специальное лишение прав социальных, трудовых и так далее вынуждало крымских татар покидать родную землю. Особенно эти волны были сильны после Крымской войны. Потом мы увидели красный террор в 20-х, в 30-х. Потом мы увидели, и это все кульминировало в депортацию 1944 года. Вот это все на самом деле есть предыстория той ситуации, где мы сегодня. То есть то, что нас сегодня в Крыму не так много, до 15%, не есть наш выбор. То есть это не потому, что нам понравилась Румыния, Болгария или Турция, мы уехали в те страны. Нет. Это связано с тем, что по отношению к нам применялась специальная политика по вытеснению нас с родной земли. Сегодня для того, чтобы мы сказали о том, что мы взяли курс на восстановление справедливости, если мы просто заложим квоту, арифметически равную пропорции нас в населении Крыма, тогда мы снова-таки говорим о том, что для нас последствия всего того, что произошло с крымскими татарами, это есть нечто нормальное. Мы считаем, что это хорошо, когда коренное население вытесняют, когда его лишают земли, когда, по сути, его лишают физически права на свою землю. То есть, если мы скажем так, тогда да, арифметически это должна быть квота, наверное, около 15%. Но если мы говорим о том, что мы берем курс на восстановление справедливости, предложена, да, квота в размере 1/3 от общего количества мандатов. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Кто, с кем я говорю? Вы в эфире, здравствуйте. Вы не могли бы выключить ваш радиоприемник? Да, я отключил. Слушай, я могу задать вопрос? Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Ну, я хотел бы сначала заметить господину Замоделову по поводу коренного народа. Вот пример близкий ему. Через турки, завоевавшие Малую Азию, теперь сложились в нацию. Так? Но кому же не приходит в голову говорить, что турки — это коренной народ этой территории. А теперь по поводу вашей беседы. Хочу напомнить, опять же, господину Замоделову, что на Украине, в которой сейчас проживают, по таких, как он, говорят, дурень дубкой богат. У нас еще один звонок, да? Одно мнение мы уже услышали, судя по тому, что это было на Украине, это было откуда-то. Ну да, давайте на Украине еще это за Боревриком, да. Здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, вы в эфире? Это я в эфире, да? Это вы в эфире, да. Значит, мое мнение такое. Не надо заниматься словоблудием. Коренной народ, не коренной. Точка отсчета коренного народа, не коренного народа. Есть народ, крымские татары, которые испокон веков жили на этой земле. И если мы умные люди, действительно считаем себя умные, гуманные, значит, надо этим людям дать территорию, чтобы она называлась Крымско-Татарская, там, республика или как там еще по-другому. А другого выхода нет. Это просто идет уничтожение как нации, как людей, избавление неугодных и тому подобное. Это мое такое мнение. А откуда вы звоните? Скажите, пожалуйста. Я с Крыма звоню. Спасибо за ваше мнение. Вот мы говорили о том, что будут жаркие, горячие дискуссии. По сути, они происходят даже у нас в эфире. Ну, это нормально. Два кардинально противоположных мнения. Единственное, что первый звонок, типичный пример того, когда человеку нечем аргументировать свою позицию, начинается оскорбление. Дело в том, что крымские татары очень много это слышали в свой адрес на протяжении многих десятилетий. Мои
бабки и деды об этом рассказывали, мои родители об этом рассказывали, я это слышал, но уже в меньшей мере. Так вот, я хочу сказать, что у нас за все это время выработался очень хороший иммунитет к подобным нападкам. Поэтому нас не ошарашить и не обескуражить подобными выпадами. Пусть себе ругаются, это ни на кого и ни на что уже не влияет и не повлияет. Противники создания крымско-татарской автономии иногда говорят, что они опасаются федеративного статуса Крыма, говорят о том, что могут появиться какие-то новые образования в других регионах Украины. Что вы об этом думаете? Я думаю, что вот данное опасение как раз-таки абсолютно беспочвенно, и слава богу, почему? Потому что мы говорим об Украине как об унитарном государстве. Унитарное государство что означает? Это означает то, что центр власти, суверенной власти государственной, находится в Киеве, и Киев делегирует некоторые полномочия на места. То есть, вот сегодня мы, например, мы говорим, например, о децентрализации. Да? Это когда некоторые полномочия государственной власти делегируются органам местного самоуправления. Мы не говорим о том, что в Крыму создается новое какое-то государственное образование отдельное, которое входит в договорные отношения с украинским государством. Нет. Мы говорим о том, что Украина, как украинское государство, оно предоставляет некоторые особые полномочия данной территории и внедряет специальный правовой режим для того, чтобы крымские татары могли восстановиться как народ на своей родной земле. Почему это не относится к другим ситуациям? Часто вспоминают Закарпатье, либо же иные регионы. Дело в том, что все остальные этносы, проживающие на территории Украины, и в частности те, о которых мы говорим, например, на Закарпатье, они являются национальными меньшинствами, но не народами, имеющими правами на самоопределение. Почему? Потому что они самоопределились уже один раз в составе другого государства, собственно говоря, своих собственных наций и государств. У румын есть Румыния, у венгров есть Венгрия и так далее, и так далее. Лишь у крымских татар, кроме Крыма, ничего нет. У нас есть еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Харьковской области, но я 36 лет прожила в Крыму. Но я в 98-м еще году оттуда выехала, моя родина Харьковщина, я пенсионерка. Я хочу сказать, что в той первой дозвонивочке русские захватили часть Украины, Крым, и кричат «наши». А у крымских татар, пусть они представят, эти русские, когда 15 минут людям дали на сборы и вывезли, отобрали все, лишили всего, что люди наживали сотни, десятки лет, жилье, все на свете, и вывезли его туда, в пустыню, в Среднюю Азию. Вот если с ними, с русскими так поступить и вывести их в товарниках, они иначе другого не понимают. А теперь говорит, вот чего они там, а сюда это их земля. И они замечательные люди, труженики. На моей улице в Керчи через дом вернулись в 90-х годах, приехала семья крымских татар. Это замечательные люди, труженики, воспитанные. Они не алкоголики, они не потаскухи. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо Конечно, большое. ни один народ не заслуживает такого. Абсолютно. И я хочу сказать, у нас несколько звонков еще висят на линии. Мы очень признательны вам всем за то, что вы нас слушаете и хотите поделиться своим мнением. Но, к сожалению, наше время практически подходит к концу. И мы обещаем, что мы вернемся к этой теме обязательно. И наш гость еще придет нам в студию, поэтому вы сможете обсудить вместе с нами такие серьезные и интересные темы. У нас осталось совсем немного времени. Я хотела бы спросить у вас вот о чем. Декларация ООН о правах коренных народов была принята сравнительно недавно. Это 2007 год. Сколько раз ее применяли после этого? В каких странах? Какие есть примеры? Вот это очень хороший вопрос. На самом деле некоторые думают, что права коренных народов, они появились лишь в 2007 году. Это не совсем так, а на самом деле это совсем не так. Дело в том, что эта декларация, она лишь уточнила, что права народов, о которых речь идет в Уставе ООН, в международных пактах ООН, в других международно-правовых документах, эти права, они применяются и по отношению к коренным народам с некоторыми нюансами. Вот что эта декларация сделала. Таким образом, мы говорим о правах народов с их спецификой в отношении именно коренных народов.
Спасибо, наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. Гостем нашей студии был советник главы Меджлиса крымско-татарского народа Арсен Жумадилов. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.